Казань. Номер 1 Костров Евгений. Номер 2 Лазарев Николай. Номер 3 Стучков Иван. Номер 4 Одинцов Артем. Номер 5 Пронин Даниил. Номер 6 Деревянкин Никита. Номер 7 Бычков Игорь. Номер 8 Андрюков Степан. Номер 9 Латыпов Адель. Номер 10 Рыжов-Оленчук Алексей. Номер 11 Лисунов Сергей. Номер 12 Шепелев Роман. Номер 13 Черков Игорь. Главный тренер команды Марат Загиров. Тренер команды Артур Фатахудинов. Громкие аплодисменты. Состав команды «Динамо Москва». Номер 1 Максимов Николай. Номер 2 Краснов Даниил. Номер 3 Шеин Илья. Номер 4 Усов Роман. Номер 5 Бугайчук Алексей. Номер 6 Балакирев Андрей. Номер 7 Рустамов Кирилл. Номер 8 Кузьменков Павел. Номер 9 Васильев Иван. Номер 10 Икамазов Никита. Номер 11 Васильев Егор. Номер 12 Магомаев Лев. Номер 12 Чувилев Владислав. Главный тренер команды Воронин Сергей. Тренер команды Жиляев Евгений. Судьи матча Крижановский Сергей и Воеводин Аркадий. Делегаты матча Афанасьев Андрей, Алонов Эдуард. Ваши аплодисменты, составы объявлены совсем скоро. В 18 часов начнется матч команды. Мы приглашаем на свои позиции, уважаемые команды, составы озвучены. Мы приглашаем вас на стартовые позиции. Пожалуйста, занимайте свои места. Марш, дайте марш командам, дайте. Итак, друзья, дайте марш командам. Давайте громче поаплодируем нашим командам. Команда «Динамо Москва» и команда «Синтез Казань». Звучат гимны Российской Федерации и Республики Татарстан.
и «Динамо Москва». Ну а пока наши игроки готовятся к матчу, который состоится совсем скоро, хотелось бы напомнить, что многие из вас сегодня не уйдут из этого зала без подарков. Совсем скоро начнется розыгрыш призов, а именно после окончания матча сразу. В нашем школе сегодня в течение вечера работал наша интерактивная зона, на которую вы смогли запомнить купон. И в конце матча многие из вас получат различную брендированную атрибутику от команды, а команда сегодня подготовила хорошие подарки для вас. Просим не уходить после матча, и сразу же после окончания мы начнем розыгрыш. Хотелось бы напомнить, что на трибунах сегодня присутствует и талисман команды, с которым многие из вас уже смогли сфотографироваться, и у кого-то представится такая возможность. Пожелаем громкими аплодисментами нашим командам, а именно команде «Синтез» Казань и «Динамо Москва» удачи в финальном матче чемпионата России по водному поло, а также поаплодируем им и поаплодируем группе поддержки ватерпольного клуба «Синтез» совсем скоро. Мы готовы начинать, остается менее 1 минуты до начала, друзья. Игроки готовы, зрители готовы, зрители у своих экранов также готовы. Давайте еще раз громче поаплодируем, чтобы победила любимая команда. Громче, 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 друзья, аплодисменты. Приветствуем всех любителей водного пола. Казанский бассейн «Оргсинтез». Финал отечественного чемпионата, чемпионата России. Первый матч за звание лучшего клуба страны. Казанский «Синтез» принимает московское «Динамо». Извечные соперники. Две самые сильнейшие команды нашей страны между собой сегодня будут определять победителя первого матча. Победитель будет, еще раз напомним, определен по сумме 2 поединков. Игроки «Динамо» на ваших экранах в синих шапочках. И по традиции начнем с состава гостей. Главный тренер Сергей Воронин, тренер Евгений Жиляев, капитан команды Алексей Бугайчук. В воротах легендарный Николай Максимов, Даниил Краснов, Илья Шейн, Роман Усов, Алексей Бугайчук, Андрей Балакирев, Кирилл Рустамов, Павел Кузьменков, Иван Васильев, Никита Камазов, Егор Васильев, Лев Магомаев и Владислав Чувелев. А это Марат Закиров был на ваших экранах, главный тренер казанского коллектива. Ну и Артур Фатахудинов ему помогает. Капитан команды Сергей Лисунов. В белых шапочках выступают сегодня представители казанского «Синтеза». В воротах Евгений Костров под первым номером. Далее по списку Николай Лазарев, Иван Сучков, Артем Одинцов, Даниил Пронин, Никита Деревянкин, Игорь Бычков, Степан Андрюков, Адель Латыпов, Алексей Рыжов, Оленчев, Сергей Лисунов, Роман Шепелев и второй вратарь Игорь Черков. Капитан команды Сергей Лисунов. В таких составах команды будут выступать. Ну что ж, практически все готово к началу этого поединка. Сильнейшие игроки, сильнейшие составы и два коллектива, которые ведут борьбу за звание лучшего клуба в этом сезоне. В прошлом году мы все помним, да, из-за пандемии не смогли в спортивном противостоянии определить победителей. Ну а сейчас настало время финальных баталий. Вот он, Марат Закиров. И в целом очень много можно параллелей проводить между этими двумя командами. Очень много игроков, выступавших в свое время и в составе казанского «Синтеза», и в составе московского «Динамо». Ну и вот он, первый розыгрыш мяча началось. Зрители присутствуют в казанском бассейне «Оргсинтез».
Ну и первое право розыгрыша мяча у казанского Синтеза. Ну что ж, посмотрим. Очень плотно придерживают игроки команды «Динамо» игроков. Да, не будет просто. Мы знаем, во время регулярного чемпионата казанский «Синтез» без поражений прошел весь этот путь. Ну, а те, кто внимательно следил за Еврокубком, то там сильнее оказались представители московского «Динамо». Поэтому здесь существует определенные реваншистские настроения между этими двумя командами. Ну и увидим мы с вами сейчас вот он бросок от Николая Лазарева. Леворукий нападающий пытался раскачать и оборону, и голкипера, но не получилось бы разыгрывать вновь 15 секунд на атаку у казанского клуба. Через центр, но придется отдавать мяч и уплывать обратно. Лисунов завершить дело броском все-таки не смог. Будет шанс у московского «Динамо» теперь на ответную атаку, на первую атаку в этом матче. Ну и Алексей Бугайчук на правах лидера, на правах капитана начинает. Очень интересная была серия полуфинальных матчей между «Динамо» и волгоградским «Спартаком». Волгоградский «Спартак» также один из претендентов, конечно же, на самые высокие позиции в российском чемпионате. Ну и здесь вот первый мяч. Московский «Динамо» все-таки усилиями третьего номера Ильи Шейна выходит вперед. 1-0. За минуту гости смогли открыть счет в сегодняшнем матче. Но вот не успели за Шейном защитники. Остался он здесь один. Ну и Иван Сучков, с одной стороны, старался не нарушать правил, да, но с другой все-таки упустил своего оппонента. И пропускают игроки «Синтеза» первыми в этом матче. Но ответ нужен здесь. Ну, как-то небрежно отдавали эту передачу. Первым все-таки оказались казанцы. Адель Латыпов, бросок. Ну, дальний бросок чуть поточнее. Нужно попадать. А это Николай Максимов. 48 лет. Вратарю игра. Начинал играть еще в 90-м году, да, и до сих пор в хорошей, в отличной форме, до сих пор является одним из лидеров команды. Благодаря, как, конечно же, успешной игре Николая Максимова, «Динамо» сейчас, естественно, играет в финале. Да, очень драматично получился у них полуфинал, и продолжил мысль. Две игры лишь по пенальти смогли определить победителя в этом противостоянии. Ну и в штангу попадать, здесь побороться. Да, все хорошо. «Синтез» будет начинать атаку. Продержались в этом меньшинстве игроки казанского клуба. А вот он, момент с броском. Да, посмотрите, посмотрел налево, да, хитро пытался продемонстрировать передачу, но бросил и попал. Сергей Лисунов открывает счет казанским голам в этом матче и сравнивает счет на табло 1-1. Вот за минуту сначала «Динамо» открыл счет, и ровно столько же времени понадобилось казанскому клубу для того, чтобы открыть счет своим заброшенным мячам. 1-1. 1-1. Это уже сразу по первым минутам, да, мы видим. Очень серьезно игроки настроены, и очень важно как раз обозначить свое преимущество в этом матче. Все мы помним о еврокубковых поединках, когда также были небольшие качели, и на последних минутах решалась судьба противостояния между этими двумя клубами. По-другому быть не может, да, всегда. Когда встречаются казанский «Синтез» и московское «Динамо», разница мячей бывает минимальная. И сравним счет. Закончится игра. Посмотрим, как будет здесь, да, все. Индивидуально все зависит от самих игроков. Нет, навесной бросок здесь не получился, и придется уплывать назад. Лазарев, да, получил именно он этот мяч. Там Роман Шепелев справа открывается. Сам, да, посмотрите, простор образовался. Алексей Бугайчук уплывает назад. Естественно, здесь Лазарев будет ближе подходить к воротам, разыгрывать через центр, через Алексея Рыжова-Ленчева назад. Кто будет бросать? Ну, здесь бросок, конечно, откровенно у Николая Лазарева не получился. Придется отплывать. Алексей Бугайчук с мячом, ну, практически пока тренеры составы не меняют. Все те же действующие лица. Те игроки, которые
на своих позициях, безусловно, являются лидерами своих команд. И пока все в игре. И включая вратарей первых номеров Николая Максимова и Евгения Кострова. Ну, в водном поло очень часто практикуется смена вратаря. Бывают и обратные замены. А вот здесь Бугайчук перехватила эту передачу очень хитро. Пытались найти мячом нападающего Алексея Ружова-Оленчева в этом случае, 10-го номера, но Бугайчук прочитал. А вот здесь ошибка ответная. Нарушение правил нет. Пока можно играть и один. Совершенно один Лисунов уплывать. Да, скорость это не лучшее его качество, но в этом случае есть простор и выход 1-1. Максимова переиграл Лисунов. 2-1. 2-1. Казанский Синтез впервые в этом матче вырывается вперед, воспользовавшись ошибкой соперника. Да, здесь мы видели, в центре ошиблись. И здесь, конечно же, опытный Сергей Лисунов посмотрел сначала, на каком расстоянии от него находится защитник. Ну и броском точным завершил эту атаку. 2-1. Дубль оформляет капитан казанского коллектива. Второй мяч. И один раз в составе московского «Динамо» отличился Илья Шейн. 4 минуты. Тем временем уже команды практически отыграли. Ну, пока вот так упорно, да, мы не видим голов. Но, тем не менее, комбинации неплохие возникают. Но здесь больше пока коллективы уделяют внимание обороне. Атаки. И снова есть попытка отличиться у казанского клуба. Быстро для этого нужно набирать скорость. Есть там и игроки. Справа Степан Андрюков. Появился и по центру. По центру найдут ли Пронина в этом случае нарушение правил? Первое меньшинство в составе «Динамо» в этом матче. Нужно этим пользоваться. Ружов-Оленчев слева растягивает оборону. Да, шире нужно играть. 8 секунд на атаку. Здесь нужно и поторопиться. И нашел свободную зону. Степан Андрюков. 3-1. Использовали большинство казанцы. Нашли простор и через центрального игрока завершили. Здесь все грамотно. Не стали торопиться, да, на первых секундах завершать. Ну и увидел, что Николай Максимов тут чуть левее от себя переместился. Ну и Андрюков точно в угол без какого-либо сопротивления попадает. Там не было защитников. Там больше вопросов, наверное, как раз к оппоненту, нежели к вратарю. В этом случае, я думаю, этот игровой момент тренерский штаб московского «Динамо» еще разберет. И снова нарушение, теперь уже в составе казанского клуба. Большинство будет у «Динамо». Один раз они свое численное преимущество использовать не смогли. Смотрим, как будет сейчас. 7 секунд на атаку. Бугайчук на Магомаева. Нет, бросок не получился и без нарушений правил. Как хорошо отбирают, а. Здесь бурлит вода, но мяч защита не будет. Очень грамотно и продуктивно игроки оборонялись в составе казанского «Синтеза» и отобрали этот мяч у москвичей. Снова Андрюков. Теперь уже направо он переместился. По центру мы его видели по первым минутам. Растягивает оборону снова Андрюков. Обратная передача, но здесь как-то неудобно было бросать Роману Шепелю. Ну там уже последние секунды были, уже такой бросок. Больше на удачу, но чиркнула перекладину. Поэтому совсем безнадежным это атаку, наверное, не стоит оценивать. Ну а теперь оборона нужна. Как в прошлый раз касание было. Все-таки бросает из-под защитника, но не пускает ближе. Вот здесь нарушение, да, размахивает руками Алексей Бугайчук. Будет очередное меньшинство у казанского клуба. Уже третье по счету в первом периоде. «Динамо» с мячом. Также все ближе и ближе пытаются они пройти к воротам
Кострова, бросок из-под штанги, пересек, да, пересек мяч линию ворот. Так предательски казалось, да, там уже деваться мячу некуда, но попал, 3-2. Вот с этого ракурса лучше, наверное, будет видно, хотя... Ну да, да. Очень сложно с этих ракурсов оценивать. Пересек мяч полностью ворота. Но попали, тем не менее, отметим неплохой бросок Алексея Бугайчука, который до минимума сократил разницу в счете. 3-2. 3-2. А теперь задача казанцев вновь использовать свой шанс в атаке. А здесь ошибочка. Лазарев смотрит на арбитра, но бесполезно. Нужно уплывать назад. Еще есть время. Алексей Бугайчук. Очень часто именно через него идет атака гостей в этом матче. Но в целом очень ключевую роль выполняет 5-й номер. Экс-игрок казанского синтеза. Ну, таких игроков в составе московского «Динамо» достаточно. 7 представителей, да, в разное время играли в составе этой команды. Но слишком много удалений, я думаю, в перерыве как раз. И Марат Закиров поговорит со своими подопечными. Снова перекладина спасает казанский клуб. И 20 секунд полноценных у «Динамо» на эту атаку в большинстве еще будет. Но в полном составе, да. Казанцы отбились без шансов. Ровно минута до конца. Калай Лазарев. Ну, нужно возвращать эту разницу в счете в 2 мяча, да, потому что с «Динамо» опасно. Лисунов один и перекладина. Ну, как так, Сергей? Ну, попадать же с этой позиции надо было, а? Один раз, вот, как раз, когда второй мяч забрасывал Сергей Лисунов, у него была, наверное, более неудобная позиция слева. Там и защитник догонял его. Здесь, казалось бы, никого сзади нет. Один игрок синтеза еще. Ну вот, пропустили ответный мяч за 28 секунд. Не забили и пропустили. 3-3. 3-3. Счет «Динамо» сравняло. Хотя могло быть 4-2. Вот так вот. За считанные секунды игровая картина поменялась в обратную сторону. 3-3. Иван Васильев отличился в этом матче. Но слишком много удалений, да. Один раз нарушили правила игроки московского «Динамо». И 4 раза находились в штрафной зоне ватерполисты казанского синтеза. Я думаю, есть над чем задуматься в перерыве. Андрюков. Судя по всему, до конца уже будут разыгрывать. Там не так много времени остается. Адель Латыпов снова через Лисунова, но здесь нужно было в касании, да, по волейбольному уже забрасывать этот мяч, но слишком поверил в свои силы капитан казанского коллектива. Вот он, этот пас, отличная передача на капитана, ну и завершился первый период со счетом 3-3, перерыв, скоро продолжим. Да.
Ну и на ваших экранах тренерский штаб команды «Динамо». Ну, счет на табло, я думаю, отражает всю картину, да, хотя в концовке казанский «Синтез» мог выйти вперед, увеличить отрыв в счете, но не смог забросить, да, со стопроцентной позиции. И поэтому в ответной атаке «Синтез» пропустил мяч в свои ворота, к сожалению. Ну и отметим, что до начала этого матча у нас было награждение ватерполистов до 17 лет, представителей казанского ватерпольного клуба «Синтез», которые одержали победу в Питере и удостоились золотых наград в своем возрасте. Поздравляем, да, растет отличная смена основным игрокам казанского клуба. Ну и министр спорта Татарстана Владимир Леонов также сам в свое время профессионально занимавшийся этим видом спорта присутствует на этом матче и поддерживает казанский «Синтез» в столь ответственном поединке. Уплывать вперед нужно казанцам, да, второй раз подряд уже первый розыгрыш мяча остается за командой Марата Закирова. В воротах у «Синтеза» Евгений Костров по традиции, ну и Николай Максимов. В составе «Динамо» вот здесь неплохая возможность, но не стал торопиться Роман Шепелев. Отдает назад, ну, хотя позиции вот перед Романом сейчас никого из игроков «Динамо» нет, этим, я думаю, нужно все-таки пользоваться, пока через левый фланг стараются играть. Нужно бросать 4 секунды и попадает. Попадает Николай Лазарев 4-3. Такой сложный трудовой мяч в исполнении казанского клуба. Чуть сместился в центр, да, если вот мы привыкли больше Лазарева видеть с правой стороны. И как раз отлично он владеет своей левой рукой. Посмотрите, как раскачал голкипера. Выждал эту паузу. Посмотрел, оценил ситуацию и забросил точно в угол ворот. 4-3. 4 раза команды в этом сезоне уже встречались в чемпионате России. Все 4 матча остались за казанской командой. Ну и в целом, все, кто внимательно следит за отечественным чемпионатом по водному полу, знает, что в этом году казанцы не проиграли ни одного матча. В всех поединках оказывались сильнее своих соперников. Но «Динамо» выбило «Синтез» из 1/8 Кубка Европы. В Казани и в Москве выиграв по одному поединку. Поэтому есть вот эта вот конкуренция, есть реваншистские настроения между этими двумя клубами. И вот еще одно удаление. Уже второе у Никиты Камазова. Также воспитанника Казанской школы водного пола. В целом 7 игроков в разное время защищавших цвета казанского «Синтеза» выступают за «Динамо». Нужно уже завершать эту атаку. Бросок и попадает. Снова по центру проходит бросок теперь уже Игоря Бычкова. 5-3. 5-3, но вот перерыв пошел на пользу казанскому клубу. Знают они теперь, как бросать, через кого сыграть, ну и где занимать удобные позиции для броска. Вот здесь снова Николаю Максимову не оставили ни единого шанса. Так вот, что касается игроков. Воспитанник казанской школы — это Роман Усов, Динар Хайрудинов, Никита Камазов. И легендарный Николай Максимов также в свое время отыграл в составе казанского клуба. Еще вместе с главным тренером Маратом Закировым. Завоевал серебряные медали на Олимпийских играх. Также в составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Лен-Трофи. Тогда еще так назывался этот кубок. Он заслуг у Николая Максимова достаточно. Он до сих пор продолжает играть и выполнять одну из основных ролей в своей команде. Но вот здесь, смотрите, как сыграл Костров, да, на повторе четко видно, как рукой смог предотвратить этот хитрый бросок от соперников. Нарушение правил. Первое во втором периоде. Сразу не стал бросать. Алексей Бугайчук отдает направо.
на Васильева. Тот снова получает мяч, но здесь как-то небрежно распорядились этим мячом игроки «Динамо». Последние секунды. Будет ли бросок? Нет, нет. Сергей Лисунов вставляет, но вот вынуждают защитники Синтеза нарушать, точнее не нарушать, а ошибаться рядом со своими воротами игроков «Динамо». Уже пятый раз они оказывались в большинстве, и все попытки оказались тщетными. Пока 5-3. Во втором периоде за 3 минуты отличаются только игроки Синтеза. Ну, здесь, смотрите, вокруг Сергея Лисунова сразу 4 игрока «Динамо». Именно ему отдают эту передачу. Именно он вынуждает нарушать правила. Да, ну, слушай, здесь, я думаю, партнеры по команде должны поблагодарить за это Лисунова. Но пока атака идет, большинство, 7 секунд, нужно бросать. Игорь Бычков бросал, Максимов отбивает. Ну, позиция не самая удобная была для броска. Тем не менее, смотрите, да, Максимов прочитал этот момент. Выставил руку и поймал мяч от Игоря Бычкова. Ну, в составе казанского клуба очень много игроков, да, в разное время выступавших за «Динамо». Стоит отметить и Марати Закирова, который несколько лет тренировал этот клуб. И также немало побед на его счету. Посту главного тренера московской команды. Ну и Артур Фатахудинов, который также играл еще с Маратом Закировым в составе команды. Дальше выступал за московское «Динамо», ну и вернулся в казанский коллектив. Завершил карьеру именно в составе «Синтеза». Ну и сейчас помогает главному тренеру. Снова чуть. Смотрите, большинство голов сегодня проходят через центр. Адель Латыпов. Вот первый мяч в сегодняшней игре. Ну, по крайней мере, 5 мячей из 6 казанцы забросили именно через центр. Через центрального игрока. Тайм-аут, тайм-аут берет команда «Динамо». Да, такой тревожный звоночек прозвучал сейчас для Сергея Воронина. Уже 3 мяча его команда вступает. Это уже серьезно такой небольшой гандикап. Хотя отыгрывается все. Учитывая прошлые матчи, когда мы были свидетелями не таких спасений. Думаю, пока рановато расслабляться, учитывая, что половины этого матча команды не отыграли. Пока не столь эмоционален Сергей Воронин. Очень сложный был путь, да, в полуфинале у москвичей. Битва непростая с Уральским «Спартаком», когда Тяшеисов то в одну, то в другую сторону. И лишь благодаря серии пенальти в том и в другом матче команды смогли определить второго финалиста. Ну а Синтез спокойно и уверенно обыграл «Динамо Астрахань» в борьбе за выход в финал. Вратарь помог, Костров. И без нарушений, самое главное, забирают этот мяч. Снова будет попытка для атаки. Лазарев ищет. Вот посмотрите. Открывается там Алексей Рыжов-Оленчев. Есть свободные игроки. И как раз за некоторыми игроками «Динамо» не успевают. Вот как раз вследствие чего нарушили правила, не успели, и тут же последовало нарушение правил. Как раз за счет таких ошибок и завершаются такие атаки. Алексей Рыжов-Оленичев. Первый мяч 10-го номера в этой игре. 7-3. 7-3. Пауза и тайм-аут пошел на пользу казанскому «Синтезу». Исходя из результата. Пока серьезнее. Закиров в шахранах.
очень важные минуты. Для тех и для других. У «Динамо» задача чуть посложнее. Нужно отыгрывать эту разницу в счете. 4 мяча с казанским клубом. Все-таки это серьезно. И 3 минуты еще во втором периоде до большого перерыва у гостей имеется. Знаете, что это только первая игра, а вторая пройдет в Москве 19 мая. Ну и при необходимости соперники снова встретятся в Казани уже 23 мая. Мы не будем забегать вперед, да, пока. Нужно играть здесь и сейчас. Но вот «Динамо» забрасывает этот мяч. Роман Усов отличается. Это реализация численного преимущества. Смогли вот впервые в этом матче забросить в большинстве динамовцев. Николай Лазарев будет начинать атаку через некоторых игроков, да, периодически меняет Марат Закиров. Старается выпускать свежих игроков на разные позиции. Вот сейчас снова у нас справа Степан Андрюков появился. У «Динамо» состав более-менее стабильный. Лишь точные изменения проводит Сергей Воронин. Результат, но здесь неточной передачи, и будет атака вновь у команды «Динамо». Максимов будет разыгрывать эту атаку через Алексея Бугайчука. По традиции начинают. Здесь очень правильно занимает позицию Степан Андрюков. Не подпускать. Самое главное, пока свободен центр. Ни одного игрока. И сыграть через столба у игроков «Динамо» нет ни единой возможности. Вот там борьба между Одинцовым и Шейном. Вот отразили. Выстояли. Остров с мячом. Не торопятся пока. Смотрят, через кого можно сыграть. Остальные игроки тоже выждали небольшую паузу. Торопиться следовало. Артем Одинцов с мячом. Пока Андрюков направо пытается убежать. Очень близко и тесно его придерживает Алексей Бугайчук. Ну, борьба идет там между Васильевым в центре и Никитой Деревянкиным. Ну что ж, еще полноценно 20 секунд у казанцев на эту атаку будет. А с угла будут разыгрывать. Пока держит мяч. Смотрите, очень много времени снова по центру Лазарев проводит, учитывая, сколько мячей именно с этой позиции было заброшено, да? Судя по всему, изначально такую установку получил Лазарев. Нарушение правил. Первый 5-метровый штрафной бросок. 5-метровый бросок будет выполнять Алексей Рыжов. Рыжов-Олейничев на точке. Под занавес первой половины встречи. Шанс появляется у казанцев на 5-метровый штрафной бросок. Алексей Рыжов-Олейничев против Николая Максимова. Его держит паузу, да, ну здесь, я думаю, правильно. Нужно немного отплыть игрокам, должно быть расстояние между защитниками. Алексеем Рыжовым-Олейничевым попадает точно в угол, это второй мяч Рыжова-Олейничева, 11-1. Точки 8-4. 8-4, снова 4 мяча по разнице. За минуту с небольшим до большого перерыва. «Динамо» реализовал пенальти. Так, да. Судя по всему, на тренировках отрабатывают этот элемент игроки. Синтеза. Уверенно Алексей Рыжов-Олейничев встал на точку и точно попал. Самое главное, да, задумчив Сергей Воронин. Слова, которые
Придется подобрать в перерыве. Ну, тот тайм-аут, который он использовал, шел не на пользу. Нарушение правил очередное, но вот удаление снова, да, чуть-чуть не смогло удержать Одинцов. Это его второе персональное нарушение. Пронин, он уже на грани. Больше нарушать этим ватерполистам нельзя в этом поединке. Будут караться удалением до конца матча. С правом замены последние секунды, но снова лишь один раз, да, за все эти удаления Динамо смогла использовать свой шанс в большинстве. Хотя нарушений правил в составе казанского клуба было достаточно. Больше, по крайней мере, чем у Динамо. Динамо 6 раз. По правилу казанцев 7. Они хотя догоняют уже потихоньку, да? Как в начале разница чувствовалась, то сейчас уже не столь значительная. Разница последние секунды. 5 секунд на атаку. Бросок. Максимов забирает этот мяч. И успеют ли атаковать? Нет, судя по всему, будет просто бросок от Алексея Бугайчука, с которым Костров справился. 8-4. 8-4 совсем скоро. Возвращаемся в плавательный бассейн Оргсинтез. Первый матч финальной серии между командами Синтез Казани, Динамо Москва. Счет после 2 периодов 8-4 в пользу хозяев. Очень интересные 2 периода мы с вами наблюдали. Поначалу был равный счет. Динамо, казалось, сравнивает счет, но тем не менее казанцы смогли создать этот отрыв благодаря хорошей защите и благодаря
конечно же, в личной игре в меньшинстве очень много было удалений в составе той и другой команды. 7 против 6, но лишь один раз смогли динамовцы использовать лишнего игрока, в отличие от Синтеза, который успешно использовал все свои попытки при игре в большинстве. Ну и с 5-метровой точки один раз казанцы смогли отличиться. В синих шапочках игроки команды «Динамо», в белых игроки казанского Синтеза. В воротах Николай Максимов, соперников Евгений Костров, первый номер казанского клуба. Но голкиперов, судя по всему, менять не будут. И снова нарушение правил. Уже на старте вновь третьего периода. Но пока в плане удалений ничего практически не меняется. Игроки также стабильно продолжают нарушать правила и оставляют, конечно же, игроков в свою команду снова в непростом положении. Алексей Пугачук не смог отличиться, там активная борьба идет. Судьи, я думаю, здесь должны разобраться. Лазарев с Бугайчуком, нужно немного успокоиться. Эмоции в данном случае, я думаю, сыграют в минус. Что ж, по составам быстро снова пройдемся. Данил Краснов, Илья Шейн, Роман Усов, Алексей Бугайчук, Андрей Балакирев, Кирилл Рустамов, Павел Кузьменков, Иван Васильев, Никита Камазов, Егор Васильев, Лев Николаев и Владислав Чуилев в составе московского «Динамо». Николай Лазарев, Иван Сучков, Артем Одинцов, Данил Пронин, Никита Деревянкин, Игорь Бычков, Степан Андрюков, Адель Латыпов, Алексей Рыжов-Оленчев, Сергей Лисунов, Роман Шепелев. И вторым голкипером в этом матче заявлен Игорь Черков. Главный тренер Марат Закиров, Артур Фатахуддинов ему помогает. 7 секунд на атаку «Динамо». Близко. Нападающих не подпускают. Ну и выставил руку здесь Евгений Костров. Завершился в пользу Синтеза в этом случае. Ну и почти 2 минуты команды сыграли уже во второй половине этого матча без заброшенных мячей. Рыжов-Оленчев. Дубля пока был с мячом, но близко также не подпускает. Посмотрите, да, вот после перерыва команды ограничиваются лишь дальними бросками, а в этом случае и вовсе бросок дался. Нужно быстро возвращаться. Там 2 игрока у «Динамо» перед воротами, и всего лишь один был, по крайней мере, Алексей Рыжов-Оленчев. Здесь замешкался немного Никита Икамазов, воспитанник Казанской школы водного пола. В конечном счете он обыгрывает своего соперника, но ненадолго. Тут успел вернуться. Роман Шепелев появился, да, в первой половине встречи не так много времени он проводил. От игроков, и снова полноценные 20 секунд у «Динамо» на атаку. Справа Роман Усов, но его придерживает Сергей Лисунов сквозь мощные руки капитана казанцев. Пробить, конечно, будет сложно. Поэтому другие варианты будет искать «Динамо». В крестовину попадают, и снова каркас ворот спасает Евгения Кострова. Вот он, этот момент. И там коснулся все-таки кончиками пальцев голкипер Синтеза, и тем самым смог спасти в этом головном эпизоде. Ну, 3 минуты уже отыграли без мячей. Все еще ошибка на ровном месте. Что за передача здесь? Не совсем удобная, а вот это неплохой шанс. 3 игрока впереди у «Динамо». Справа Роман Усов открывается. Ну, успели. Вот в этом плане, конечно, отрабатывает Синтез до конца. И посмотрите, как оставили одного Сергея Лисунов. Ну, с третьей-то попытки. Давай, Сергей. Нужно забивать. Сзади никого нет. Есть время подумать, прицелиться и точно забросить 9-й мяч для казанского Синтеза. Попадает. Мы помним, да, в втором периоде также ходил 1-1 и забросить этот мяч он не смог. А здесь было время и подумать, и посмотреть назад, и прицелиться, ну и забросить. 9-4. Хет-трик оформляет капитан казанцев пока первым в составе казанского клуба. Ну и сразу отправляют на замену капитана Сергея Лисунова. Игорь Бычков вместо него появляется.
Здесь оборона нужна. Через центр идет игра. Даниил Пронин также под 5-м номером. Ну что, нарушение правил? Удаление. Да, Пронин Команде Синтез и Степан Андрюков. Степан, пожалуйста. Нарушил правила, оказалось, 5-й номер. Там тоже активно себя ведет у ворот. Не попадает. Спаслись снова. Уже в который раз. Уже в 8-е большинство, из которых лишь один раз Динамо смогло забросить мяч. Ну, над этим компонентом, конечно же, собственно, Динамо нужно поработать, учитывая, что еще второй матч будет в Москве, на домашней арене Динамо. Удаление в команде Динамо, номер 11. Во многом именно Васильев. благодаря этому и Удален за нарушение правил. делается результат в этом матче 9-4. Последние секунды. Поторопиться нужно Игорю Бычкову. Нашел Андрюкова. 3 секунды. Нужно бросать. И уже касанием нет. По-прежнему мяч будет у игроков Синтез. Но уже не будет большинства. Николай Максимов смог все-таки дотянуться, но спасти 100% этот эпизод. И сохранить мяч для своей команды у него не получилось. Не пропускают. Смотрите, все дальше и дальше. В атаке отправляет игроков Синтеза. Подкрас поближе, найти свободного игрока. Такой возможности нет, а вот здесь Адель Латыпов эмоционально заряжает и себя, и партнеров, и болельщиков. 10-й мяч. Как четко попал. Занял позицию, но здесь нужно отметить еще и передачу. Смотри, там два защитника. Один справа, другой слева, но нашел между руками свободную зону, в которую именно точно попал Адель Латыпов. Ну, также по старой доброй традиции автора заброшенного мяча отправляют на скамейку запасных. Лев Магомаев там активно ведет борьбу перед воротами. Его придерживают. Подключается еще один игрок. Сразу два. Ватрополист на позиции столба. Но бросок у Кирилла Рустамова откровенно не дался. 10-4. Пронин с мячом. Пока один, он перед ним никого нет. Здесь догоняют игроков. Рустамов остановил. 15 секунд. Ну и Синтез, отталкиваясь от результата, пока не торопится. Да, посмотрим, как будут действовать дальше. Но пока счет позволяет им играть до последних секунд в атаке. А здесь неплохо. Неплохо через центр снова эта игра. На Деревянкина. Неплохая передача последовала. Тот в касании завершить эту атаку не смог. Переместились немного игроки. Теперь уже Алексей Рыжов-Оленичев появился слева. Он защищает, но там больше вот игроков с правого фланга. У Динамо именно в эту зону необходимо переместиться остальным игрокам также. Ну, подключились вот сейчас, да. Подсказывают активно. Там как раз недалеко находится и Марат Закиров, который видит всю площадку и вовремя уносит коррективы. Номер 5. Пронин Даниил. Снова удаление. Пронин Даниил, да, это его третье персональное нарушение. Будет удален до конца этого матча с правом замены в составе казанского Синтеза. И помочь своему клубу Даниил Пронин в этом матче уже не сможет. 5 секунд на атаку. И снова каким-то чудом мяч не пересекает линию ворот. Все, последние секунды. И казанцы снова отправятся в атаку. Роман Шепелев с мячом с левого фланга. Стремился вперед. Пока самому, да, все правильно делает. Рядом и Андрюков, который получает мяч с правой руки. Ну нет, слева нужно было ему уже завершать эту атаку. Позиция была убойная, но сзади догоняли. И не совсем удачно для Андрюкова эта атака завершилась. Один мяч в его активе уже есть в этом матче.
Вот сейчас неплохо может получиться у «Динамо». Вдвоем разыгрывают свободный фланг у Даниила Краснова. Отправляет, но здесь как по нотам все разыграли. И первый мяч в концовке периода. Во второй половине «Динамо» все-таки забрасывает. Но здесь защитники не успели, да, уже комбинационно все удачно использовали. Вот он, этот мяч. Но здесь без шансов. Не успевал уже Деревянкин за нападающим. 42 секунды до последнего перерыва. И 5 мячей разделяют команды. Сергей Лисунов снова появился. А Степан Андрюков отправился на замену. Ну, учитывая, что по сумме 2 матчей еще будет определяться победитель. Все еще между этими командами впереди. Ну и не забываем, что здесь уже разница между этими двумя поединками учитываться не будет. В случае, сегодня одна команда выигрывает, а дальше вторая, то в любом случае будет третий поединок. Последние секунды. Рыжов Алинчев сам бросает, но здесь уже полностью перекрыл угол ворот Николай Максимов. 10 секунд уплывают вперед. Сейчас многое будет зависеть уже от самих защитников. 2 секунды. Бросок и снова в штангу попадают. 10-5. Последний перерыв. Скоро увидимся. Совсем скоро стартует 4-й период матча между командами «Синтез» и «Динамо». Город Москва. Пока счет 10-5. Уверенно казанцы в первом поединке обыгрывают своих соперников. Но чемпион российского первенства 2020-2021 года будет определен после 2 матчей. Вторая игра пройдет в Москве 19 мая. И в случае необходимости 23 мая эти два коллектива вновь встретятся здесь, в казанском бассейне Оргсинтез. Но первый шаг Синтез, конечно же, сделал. Да? Сложно будет 5 мячей отыграть, хотя расслабляться, я думаю, рано. История водного пола знает немало спасений, учитывая всю мощь московского «Динамо». Думаю, казанскому клубу нужно продолжать играть именно в таком же духе. Последний розыгрыш мяча в этом матче. 8 минут до конца встречи. Ну, судьба свела эти две команды и на полуфинальной стадии Кубка страны, который состоится чуть позже. Там также по сумме 2 встреч будет определяться победитель. И учитывая историю противостояния в этом сезоне, ну а здесь Сергей Воронин получает желтую карточку. Да. Излишнюю эмоциональность, судя по всему. И снова уже в 4-й раз казанцы выигрывают первый розыгрыш мяча. Со скоростью полный порядок у команды Марата Закирова. Николай Лазарев с мячом, его придерживают. Здесь «Динамо», безусловно, будет стараться играть до конца и
максимально подальше отталкивать игроков Синтеза. Но добили своего здесь Алексей Бугайчук. 9 номер команды Уже давнее противостояние между Лазаревым и Бугайчуком такое личное. Больше противостояние. Есть простор. Алексея Бугайчука одного в этой позиции оставлять нежелательно. Мы знаем, такой неплохой бросок у 5-го номера. Дает на молодого игрока налево. 5 секунд. Кто будет бросать? Из-под воды бросает и снова перекладина. Вновь вторая попытка. Нет. Мяч не смог пересечь линию ворот. Ну, смотрите, как заряжают друг друга игроки Синтеза. Все правильно. И вратарь, и остальные игроки также. 2 попытки. Вот здесь на линии останавливает Евгений Костров этот мяч. Если в некоторых эпизодах повезло, то в определенных моментах, конечно же, голкипер казанцев выручает свой клуб на ура. А вот здесь ответка. Ответка была в противоположный угол. Бросал, все правильно делал, но опытного Николая Максимова не так-то легко перехитрить. Разница в счете, в принципе, комфортная для Синтеза сейчас. Основная задача максимально нагружать чужие ворота и проводить больше времени у ворот Николая Максимова. При этом быстро возвращаться назад. Пока вот в сумме 4 периодов с этой задачей игроки казанского коллектива справлялись на ура. Посмотрим, как будет дальше. Магомаев бросает, и снова Костров. Уже в который раз выручает свой клуб. А посмотрите, поймал кураж этот голкипер. Марат Закиров берет тайм-аут. Да. Тактический тайм-аут для того, чтобы успокоить свою команду. Получить в следующей атаке территориальное преимущество. Нарушений правил здесь не было. Ну да, больше какие-то локальные задачи у Марата Закирова. Всех те ватерполисты остаются. Спокойнее призывает Марат Закиров играть своих подопечных. Самое главное, не совершать грубые ошибки в обороне. В остальном, я думаю, действиями игроков своих ватерполистов Марат Закиров должен быть в этом матче доволен. Да? 10-5, очень уверенная игра в обороне. Есть вопросы, конечно же, нарушением правил. Дисциплина еще, я думаю, команда до следующей встречи поработает. В целом, то как оборонялись казанцы. Здесь еще один мяч залетает в ворота. Как раз в тот случай, когда тайм-аут пошел на пользу команде Роман Шепелев. Это первый мяч 12-го номера. 11-5. 2 минуты понадобилось казанцам, целым командам в этом периоде для того, чтобы забросить мяч. Сергей Воронин все уже успокоился, да, припрятал свои эмоции, получил уже желтую карточку на дну. И здесь в какой-то степени, может быть, и смирился с поражением. Но игрокам пока рановато расслабляться, нужно доигрывать до конца. Снова через Романа Усова, молодого игрока, которому Алексей Бугайчук немало, конечно же, по ходу встречи претензий предъявлял. Ну да, нужно учить, особенно такому опытному игроку. Нужно подсказывать все время, нужно играть, точнее, нужно держать таких игроков в тонусе. На примере таких игроков, как Алексей Бугайчук, эти ватерполисты и воспитываются. А здесь перекладина уже спасает Николая Максимова. Не был готов он к этому броску. И даже движение в сторону мяча не делал. Николай Лазарев снова хитрый, да? Смотрите, посмотрел налево и сразу бросил. Хотел попасть в створ ворот.
Завершение атаки было бы шикарно. Без нарушений Алексей, еще Николай Лазарев показывает, что не касался он ни одного игрока, но здесь ошиблись игроки «Динамо» и спокойно отдают мяч в таких эпизодах, где, казалось, можно было продолжить атаку. На последнюю секунду еще был. Но все дальше и дальше. Посмотрите, отходит, да, через центр бросок Николая Лазарева. Уже нет смысла уплывать вперед, больше думая о защите играет. Полезный синтез. Здесь такая частая практика, когда твоя команда за приличным отрывом делает матч. Нет смысла, сломя голову, плыть вперед. 8 секунд. Сунов там и подстраховал, и снова Костров. Ну, такой, наверное, сложный бросок был для него. Снова Алексей Бугачук. Ну, смотрите, все игроки, да, под контролем казанского клуба. Ни одного свободного игрока, который спокойно, без сопротивления мог бы завершить эту атаку. Высокий Камазова также попадает в руки защитников. Снова синтез обороняется успешно. Без шансов для «Динамо». Три с половиной минуты до конца этого матча. Бросили очередной очень важный мяч. Смотрите. Это Игорь Бычков. А здесь и передача неплохая от Романа Шепелева, если не ошибаюсь. Справа. Условно решающий мяч забросил. Здесь эмоции, конечно, очень важны в таком поединке. Сергей Воронин снова берет минутную паузу. Один из последних шансов, да, для того, чтобы внести какие-то изменения в эту игру. Прекрасно понимает наставник, что спасти этот матч уже не удастся. Но, тем не менее, в уме главный тренер держит и ответную игру, которая 19 мая состоится в Москве. Ответная встреча. Но в случае необходимости 23 мая казанцы вновь в своем бассейне будут принимать этого соперника. И на этом приключение между синтезом и «Динамо» еще не закончится. В полуфинале Кубка страны также эти два коллектива будут сражаться между собой. В конце мая в Москве будет игра, ну и в начале июня снова здесь пройдет очередная игра. Меньше 2,5 минут на атаку. Переместился четвертый номер Роман Усов. Теперь уже на другую позицию. Но пытается главный тренер «Динамо» Сергей Воронин поменять в этой игре. Вот как-то разнообразить эту концовку. Пока не получается. Но здесь нарушение правил пока не было. И снова мяч пролетает выше ворот. Уже Игорь Черков появляется на воротах у казанцев. Дает шанс молодому голкиперу почувствовать вот эту финальную атмосферу. За 3 минуты Марат Закиров, да, все правильно делает. Нужно именно в такой игре набираться опыта голкиперу. Сергей Костров наблюдает игру со стороны. Один игрок, Роман Шепелев. 10 секунд, Андрюков. Передача-то не совсем точно. Два игрока там «Динамо», нужно смотреть. Не зря бросал, но удачу больше. В таком случае, я думаю, вопросы к Андрюкову будут. Совершенно один пока его наносили с правой стороны. Артем Одинцов должен, по крайней мере, его догнать. И тут же бросок снова кончиками пальцев. Черков касается этого мяча. 20 полных секунд на атаку у «Динамо».
подплыть ближе, пока все еще не получается. 7 секунд. Тоже будет через центр, через столба. Но там Иван Сычков остановил. Без нарушений правил. Ну, здесь не сказывает. Яшин. Это было нарушение. Но арбитры прекрасно видели. И все правильно оценили. Один пока. Третий номер, а здесь снова потеря. Повнимательнее снова Степан Андрюков, да, 2 раза подряд. Ошибиться и отдать мяч соперникам уже непозволительно для такого игрока. Сам будет бросать и отбивает Николай Максимов. Ну, с угла будут разыгрывать казанцы. Минута 32 секунды. 20 из которых казанцы будут в атаке. 12-5. Ну, спокойно пока. Есть простор, есть возможности для атаки. Артем Одинцов справа. 7 секунд. Нет, пока бросать. Вот он призывает, да, партнеров открыться, все-таки кому-то бросить. Андрюков. Нет у него такой возможности, потому что Бугайчук полностью перекрывает его обзор. И атака будет на стороне Динамо. Ну, за минуту с небольшим. Что здесь? Могут хоть как-то продуктивнее в атаке использовать свои шансы гостя. Сейчас мы с вами увидим. Алексей Бугайчук. Заключительная минута пошла. Очень быстро разыгрывает этот мяч, но завершение, конечно, не совсем получилось. Классно разыгрывали в касании. Казалось, игроки Синтеза уже не успевают за переходом этого мяча. Но бросков-то нет. С этим нужно будет как-то в ответной игре бороться. Переход мяча здесь еще будет. Конечно, не так много игроков впереди у Динамо. Всем нужно бывать вперед. И Максим вперед призывает через Бугайчука. Есть у него простор. Сам будет бросать. Да, судя по всему, сам делает этот навесной бросок. Попадает в перекладину уже в который раз. В этом матче Игорь Черков пока не торопится. Ну все, последние секунды, последняя атака. Можем поздравлять казанский Синтез с первой успешной игрой, первой победой в финальном противостоянии, которое длится до 2 побед. И вторая игра, напомню, состоится 19 мая в Москве. Ну что ж, 12-5. Заключительная игра. Заключительный счет в этом матче 12-5. Поздравляем казанский Синтез с успешной игрой. Желаем успехов в Москве. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Мозгофиатов. Любите водное поло. До новых встреч. До свидания. Все как и обещал. Сразу после окончания матча.